Тема дня. Итак, я напоминаю, что это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. На полуострове слушайте на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube на страницах «Крым Реалии». Задавайте там свои вопросы, комментируйте. И перейдем к теме, главной теме сегодняшнего вечера. Итак, накануне 30 января Каланчатская райгосадминистрация на своем сайте опубликовала следующее сообщение. По информации Главного управления службы безопасности Украины в Крыму, российские спецслужбы пытаются обострить и дестабилизировать социально-политическую ситуацию в приграничных с аннексированным Крымом районах Херсонской области. Согласно сообщению, речь идет о том, что российские спецслужбы предпринимают попытки манипулирования общественным сознанием жителей Херсонской области в целях спровоцировать массовые беспорядки, которые, в свою очередь, привели бы к силовому разблокированию Северо-Крымского канала для подачи воды на территорию полуострова. Кроме того, по информации СБУ, российские спецслужбы предпринимают попытки сформировать в среде общественных и правозащитных организаций мнение о необходимости пустить воду в Крым. Но, как отмечают в СБУ, эти попытки вызывают лишь недовольство среди общественных и политических объединений Херсонской области. В частности, речь идет о членах регионального меджлиса крымских татар. Мы, кстати, связались с управлением службы безопасности по Крыму, и там нам прокомментировали эту информацию следующим образом, я цитирую: «Эта информация носит общий характер и была отправлена в виде письма на Каланчатскую райадминистрацию для разъяснения и проведения бесед, а также информирования местных жителей. Пока мы не видим причин давать какие-либо комментарии, как минимум до понедельника. Пока что ничего громкого не произошло». Конец цитаты. Также мы попытались связаться с госадминистрацией Каланчатского района, которая опубликовала это сообщение о возможных попытках обострения ситуации в регионе российскими спецслужбами, но на наши звонки, к сожалению, никто не ответил. Что же происходит на границе Херсонской области и аннексированного Крыма сейчас, о каких именно действиях российских спецслужб может идти речь, и как реагируют на подобные сообщения местные органы власти, обсудим с главой Херсонской облгосадминистрации Юрием Гусевым. Юрий, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Вот первый вопрос. Известно ли вам, что послужило поводом того, что Каланчатская районная госадминистрация опубликовала такое сообщение? И о каких именно действиях российских спецслужб может идти речь? Ну, вы знаете о том, что дискуссия вокруг того, что Крым нуждается в воде, в первую очередь, из каналов, которые проходят в Херсонской области, началась еще сразу же после аннексии, незаконной аннексии полуострова. Поэтому, собственно, вы только что процитировали слова Управления служб безопасности в Автономной Республике Крым, которое говорит о необходимости постоянно находиться в готовности возможных провокаций со стороны агрессора. Мы постоянно коммуницируем, координируем свои действия со службой безопасности. Я каждую неделю встречаюсь со всеми правоохранительными органами, которые работают в Херсонской области, в том числе со службой безопасности. И, конечно же, мы обеспечиваем тот порядок и то информирование, которое необходимо для того, чтобы люди в первую очередь знали правду и не поддавались на различные возможные провокации. Хочу еще раз подчеркнуть, что вы цитировали информацию из Управления служб безопасности в Автономной Республике Крым. Сейчас никаких поводов для беспокойства нет, а то, что мы должны быть всегда координировать свои действия и осуществлять все необходимое для защиты национальной безопасности, так мы, собственно, это и делаем в нашей области. То есть правильно я понимаю, что это такая превентивная информация, которую вот разослали местным органам власти ведомства СБУ? Ну, конечно, вот смотрите, вы же процитировали службу безопасности, которая именно об этом и говорит. Повторюсь, мы постоянно координируем свои действия. Мы единственная область, которая имеет админ-границу с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, поэтому вопросы безопасности, вопросы, связанные с тем,
как правильно реагировать, в том числе на информационные атаки, это все то, что мы отрабатываем вместе с правоохранительными органами в нашем регионе. Юрий, а вы сказали, что вот вы регулярно встречаетесь с представителями правоохранительных органов, и они вам рапортируют. А как часто они рапортируют о каких-то происшествиях, возможных вот на админгранице с аннексированным Крымом? Сегодня ситуация стабильна, абсолютно контролируема, и мы работаем не только в рамках координации всех усилий с правоохранительными органами, мы работаем в команде, в том числе со службой безопасности, и в первую очередь со службой безопасности, для того, чтобы любые проявления, любые провокации не допускать и чтобы создавать те условия в Херсонской области, которые бы способствовали возвращению контроля над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым. А вот возвращаясь к сообщению СБУ, в нем в частности говорится о том, что российские спецслужбы пытались скомпрометировать местные органы власти. Действительно ли вам приходится находиться в ситуации, когда вашу работу пытаются дискредитировать, и каким образом, если это происходит? Мы находимся в состоянии гибридной агрессии, и эта агрессия проявляется по разным каналам, в том числе по информационным. И в этом смысле самым главным оружием против этих информационных атак является правда. И мы всегда, если появляются какие-то фейковые новости или фейковая информация в отношении работы областной государственной администрации или других местных органов исполнительной власти, мы оперативно реагируем, и у нас работает команда, которая занимается коммуникациями, которая отслеживает, мониторит и информирует в первую очередь жителей Херсонской области, наших гостей и жителей, граждан Украины, которые живут на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, о том, что мы, как областная государственная администрация, как команда Херсонской области, делаем для того, чтобы жизнь в Херсонской области улучшалась, реализовывались новые инфраструктурные объекты, и чтобы улучшение жизни в Херсонской области способствовало возвращению контроля над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым. Да, и все-таки вот о работе местных органов власти. Вот сталкивались ли вы за свою работу, за время работы с примерами или случаями, когда в вашу работу пытались вмешаться российские спецслужбы или происходили ли какие-то провокации вот на уровне, может быть, той же дискредитации? Вот какие-то примеры конкретные, если у вас были. Повторюсь, мы живем в активном информационном пространстве, где нам приходится реагировать на фейковые новости, публикации. Мы это делаем регулярно, и я убежден в том, что самым эффективным оружием против таких, можно назвать это провокаций, является правда и объективное освещение работы нашей областной администрации. Спасибо. Это был Юрий Гусев, глава Херсонской облгосадминистрации. И я напомню, что говорим мы сегодня в эфире о том, какова ситуация в Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом. Дело в том, что накануне Служба безопасности Украины опубликовала сообщение о том, что якобы готовятся некие провокации на территории Херсонской области. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. На полуострове слушайте нас на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube, страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем говорить дальше, продолжаем говорить дальше. И говорим мы сегодня о социально-политической ситуации в Херсонской области. И вот в частности о том сообщении СБУ, о котором мы говорим. Речь шла о том, что попытки дестабилизировать ситуацию
на территории Херсонской области, и в частности вот приграничных районах с аннексированным Крымом, вызывает только недовольство среди общественных и политических объединений Херсонской области. В частности, речь в сообщении этом идет о членах регионального меджлиса крымских татар. У нас на связи глава меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Рифат ага, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Рифат ага, как отреагировали вот на эту историю, на это сообщение в меджлисе? Но для нас это сообщение было каким-то, таким не очень неожиданным. Мы не знаем, в связи с какими конкретными событиями данное заявление связано. Оно настолько запутано, закамуфлировано, это заявление, что очень трудно понять, что же хотела сказать такая конкретная организация, как СБО. Говорится о каких-то попытках спецслужб иноземных государств, то есть иностранных государств. Потом плавно идет переход на Россию, на страну-агрессора. Да, то есть надо здесь быть пророссийские пропагандистские СМИ, но надо быть более четким. Идет ли какой-то заговор иностранных государств или идет заговор конкретного государства России, но и в чем суть этих каких-то воздействий на людей, которые живут в Херсонской области. Мы контролируем в какой-то мере общественное, не контролируем, мы наблюдаем, мы мониторим процессы, которые происходят в Херсонской области, и особенно на тех территориях, которые непосредственно прилегают к территории временно оккупированного Крыма. Сказать о том, что там в последнее время происходили какие-то из ряда вон выходящие события, мы не можем. Всплеск сепаратизма там, в Херсонской области, он периодически там осуществляется, когда происходят какие-либо такие общественно значимые события или на территории самой Херсонской области, или у нас в государстве. Всегда находятся конкретные люди, как правило, они за пределами Херсонской области, в том числе на территории оккупированного Крыма, скажем, там Алексей Журавко, там еще некоторые, и они, используя их возможности и в социальных сетях, пытаются каким-то образом настраивать людей против собственного государства, то есть против Украины, а еще чаще бывает настраивать людей против крымских татар. Рифат ага, а все-таки сообщают ли вам о каких-то, вы говорили, в частности, упомянули о том, что это такое достаточно закамуфлированное сообщение и что нету конкретики в нем. Может быть, вам все-таки сообщают представители региональных меджлисов в Херсонской области, в частности, о каких-то конкретных примерах? Вот вы говорили, что в последнее время все-таки не было сообщений, но, может быть, если вспомнить какие-то конкретные примеры того, как Россия пытается дестабилизировать или как-то, может быть, просто повлиять деструктивно на ситуацию в Херсонской области? Для этого, как правило, используются те негативные социальные проблемы или процессы, которые происходят в Херсонской области, как и на территории всего нашего государства. Как правило, берутся ситуации, когда не решаются проблемы людей или происходят какие-то очень резонансные преступления, там, не дай бог, убийство людей. И тогда вокруг подобного рода резонансных событий начинают некоторые люди делать такие обобщения, сутью которых и направленность которых она заранее сразу заметна, сформировать недовольствие собственным государством. Не властями, которые непосредственно, скажем, в конкретных ситуациях бывают ответственны, а, собственно, государством. Но действительно в прошлом году, в том году и позапрошлом году, когда были очень такие ситуации, связанные с отравлением людей в армянские прилегающих к городу армянских территорий,
и оккупанты это связывали с нехваткой воды, которые они должны были бы якобы разбавить эти накопители, и тогда очень эксплуатировалась тема воздействия вот этих вредных веществ, собственно, на территорию Херсонской области. Людей запугивали тем, что непоставка воды, оно больше принесет такие неприятные последствия для самих жителей Херсона, вот подобного рода. Да, вот, кстати, к вопросу о воде. В этом сообщении, в частности, и говорится о том, что российские спецслужбы пытаются сформировать мысль о необходимости подачи воды в Крым из Северокрымского канала. Вот как вам кажется, насколько эта информация имеет вообще под собой основания, и действительно ли может кто-то рассматривать или даже обсуждать целесообразность подачи воды в Крым? Например, вот в гуманитарном том же контексте. Я думаю, что это все активизация этой проблемы, она, скорее всего, неизбежна, потому что буквально сегодня у меня были люди из Крыма, профессионалы, в общем-то, те они, которые понимают и имеют знания в части и экологических изменений, которые происходят в Крыму, и последствий отсутствия воды, которые могут анализировать протекание осени и зимы в Крыму, отсутствие практически осадков, и они прогнозируют где-то с июня месяца просто катастрофическую нехватку воды, и при этом исходит из того, что если не найдутся другие какие-то возможности снабжения людей питьевой водой, то могут активизироваться давление на Украину с целью, чтобы получать воду по Северокрымскому каналу. Насколько... А как вам кажется, вот в чем может проявляться это давление на Украину? Вот в каких конкретных примерах? Вот, каким образом российские власти могут давить? Все сперва будет начинаться в пропагандистской сфере, информационная атака. И не только внутри, и не столько внутри Крыма или направлена на Украину, а как направлена на международное мнение, да, будут оперировать гуманитарными аспектами катастрофы, которая неизбежна, если не будет воды. При этом абсолютно не будет говорить, в связи с чем отсутствует вода. Но за информационные, я думаю, что пойдут конкретные такие предложения по торгу с украинским государством или с украинской властью. Это все что угодно может быть. А что может быть предметом торга, вот, например? Начиная от обмена заложниками и завершая специфическими экономическими связями в тех сферах, в которых Украина продолжает взаимодействовать с Россией. Там, где Украина уязвима, туда они будут пить. А Украина уязвима в тех сферах, в которых она продолжает сотрудничество с Россией, и в тех сферах, где она никак не может повлиять, и в первую очередь безопасность людей. Я думаю, что они вот здесь будут давить. Если резюмировать наш с вами диалог, то есть ли в ближайшие перспективы, в частности по дестабилизации, мы говорим о дестабилизации в Херсонской области, как-то предпринимать такие попытки, да, по давлению на украинские власти, или все-таки ситуация остается пока что спокойной, как вы видите? Я хочу сказать, что пока прежде всего реально угроза прямой агрессии России в Украину. Никто еще эту угрозу не снимает. И в этих ситуациях понятно, что независимо от того, состоится собственно прямая агрессия, прямое вторжение России,
но информационное обеспечение даже возможной агрессии, оно происходило и будет дальше продолжаться. И вот в этой такой информационной атаке противостоять этому должны не только и не столько специальные органы, спецслужбы Украины, но противостоять должно само общество. А для этого должно быть очень установлено очень тесное взаимодействие между всеми органами государственной власти и в том числе специальными службами со своим обществом. Вот этого сейчас нет. И меня лично это настораживает. Знаете, вот такие запутанные заявления, при том, что не происходит постоянного взаимодействия с органами и структурами гражданского общества, в том числе с представительным органом крымско-татарского народа, мне кажется, вот такое состояние, оно просто не в пользу нас всех. Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что это был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. А с нами сейчас на связи общественница, редактор местного издания «Кавун Сити» Евгения Верлич. Евгения, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Евгения, вот говорим мы сегодня вечером о том, каковы настроения в Херсонской области, общественно-политическая ситуация в контексте вот возможных каких-то попыток дестабилизации в регионе с спецслужбами Российской Федерации. Каковы, вот вопрос к вам как журналисту и общественнику, каковы вообще настроения вот в этом регионе, вот там за последний, может быть, год, и как это все ощущается вот у местных жителей? Вы знаете, тут можно говорить с позиции нескольких, наверное, с позиции первой – это влияние со стороны непосредственно России, да, со стороны Крыма, временно оккупированного, и внутреннее настроение в нашей области, в нашем регионе. Начну со второго, потому что в нашем регионе, например, на мой взгляд и на взгляд многих моих коллег, сейчас наступает реванш некогда пророссийских сил. То есть тот факт, что, например, на выборах президента второе место в области за Бойко, это говорит о том, что все-таки реванш есть. Есть, ну, скажем так, не то чтобы пророссийские настроения, но тот всплеск украинской культуры, который был в 2014-2015 году, он немножко спадает, А почему так происходит? Вот как вам кажется, вот почему этот всплеск сейчас вот как-то на спад пошел? Здесь, наверное, очень большую роль сыграл тот факт, что те проукраинские силы, которые в 2014-2015 году оказались объединенными, в результате оказались не такими и объединенными. И, например, в нашем городе, в областном центре, в Херсоне, многие из тех, кто оказался проукраинским в 2014-2015 году, и таким активным, достаточно неподкупным, оказались очень даже активно подкупными, да, то есть уже нет вот той стабильной проукраинской позиции, начинаются какие-то меркантильные тяжбы. Вот это все ослабляет проукраинскую позицию, тогда как пророссийская позиция всегда оставалась очень стабильной. Люди те же, радует тот факт, что в принципе новых лиц там не появляется из тех, кого не видно было нигде. То есть это либо старые знакомые лица, либо, ну, такие себе перебежчики, которые оказались активными проукраинскими. Второй момент – это влияние непосредственно из Крыма. Все-таки мы область, которая граничит с Крымом. Время от времени проползают какие-то фейки, проползают провокации, но, честно вам скажу, мы живем уже 6 лет в состоянии близости с фейками и провокациями. Нам очень легко это сверить, проверить, убедиться в том, что та сторона лжет, если говорит о нас неправду. Вот, то есть здесь, как бы, на мой взгляд, влияние той стороны достаточно слабое. А вот посредством сотрудничества с теми, кого я назвала ранее, то есть с какими-то политсилами или их представителями на
местах теми людьми, которых все знают, вот здесь влияние достаточно сильное. Евгения, вот это сообщение, да, собственно, с чего все началось, сообщение Службы безопасности Украины, это скорее вот ситуация из ряда вон выходящая, да, то есть не каждый день публикует СБУ такие сообщения. И вопрос в том заключается, о чем тогда вот пишут местные СМИ, какая у вас повестка вот в регионе, да, то есть если, допустим, вот это сообщение, оно там редко появляются подобные сообщения, какова у вас ежедневная повестка, скажем так, в регионе? Вот вопрос, наверное, как к журналисту. Ну, то есть, если говорить о том, о чем говорят у нас в регионе, то это в основном внутренние проблемы, и вот это искусственное накаливание обстановки, которое есть у нас практически всегда, вот оно здесь достаточно такое обостренное в последнее время, поэтому неудивительна позиция Службы безопасности Украины, потому что чем ближе местные выборы, а они будут скоро в любом случае, да, тем становится более накаленная обстановка. То есть мы уже прекрасно видим, еще за год до выборов мы видели, что выходят на арену политсилы, начинают друг с другом бороться. Вот, поэтому, на мой взгляд, все происходит, исходя из тех проблем, которые существуют на местах. То есть генически у нас наши. В основном это то, что беспокоит каждого жителя города. То есть у нас наибольшее количество людей собирают сообщения о ДТП, авариях, о транспорте, о коммунальных услугах. Если вы будете писать о каком-то российском фейке, ну, вряд ли он будет собирать столько просмотров, сколько, например, там, новые автобусы, запущенные на трассе. Вот. Вокруг этих проблем, а это действительно у нас проблемы, это ЖКХ, это коммунальное, это транспорт, вот вокруг этих проблем собирается очень большое количество манипуляций, и конкретно в Херсоне, например, представители пророссийских сил эти манипуляции культивируют, поднимают, разжигают, и в данный момент, например, у нас огромные манипуляции с транспортом в городе. И в чем она заключается? Вот... Ну, далеко не секрет для многих, кто живет у нас, что в городе большой коллапс с транспортом. У нас после 8 вечера очень сложно уехать общественным транспортом. Это приводит в шок абсолютно всех, кто приезжает в Херсон. А проблема достаточно многолетняя, потому что коммунального транспорта у нас практически не было. То есть у нас в городе засилие частных перевозчиков, которые диктуют свои условия, и достаточно такие кабальные условия. То есть у нас повышали стоимость проезда, не имея на то, например, подтвержденных документальных оснований. Все это вызвало общественный резонанс. Вот уже 3 года, кстати, вот сегодня, по-моему, ровно 3 года исполняется того решение исполкома о повышении цен на проезд. Уже 3 года мы проводим анализ того, какое состояние транспорта, как он ходит, и маршрутчики, большая часть которых это частники, просто не выходят на линии, например, вечером. То есть в основном это в час пик движения. И вот вокруг этого очень много интриг, манипуляций. В последнее время льются просто сплошные обвинения в сторону начальника управления транспорта. Ее ответы, естественно, там не слушаются, потому что манипуляция направлена на то, чтобы дискредитировать. Есть слухи о том, что ее хотят сместить с должности, поставить своего человека. То есть вот вокруг этого разыгрываются скандалы, которые поднимают людей, которые не оставляют их равнодушными. Естественно, опуская в глазах людей саму руководительницу там транспортной сферы, хотя ее ответах просто никто не слышит. Обоснованных, необоснованных, неважно каких. Спасибо, Евгения. С нами на связи была общественница и редактор местного издания «Коммунсити» Евгения Верлич, и мы говорили с ней о том, какие настроения царят в Херсонской области, о чем говорят местные жители. И с нами на связи журналист из Крыма Михаил Батрак. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер вам. Михаил, вот вы жили долгое время в Крыму, да, и вот, если не ошибаюсь, где-то год или уже чуть больше года живете в Херсоне. И вот вопрос заключается в чем? Какова разница, вот первую, которую вы почувствовали, вот прожив в Херсоне уже год, по сравнению с жизнью в аннексированном Крыму? Ой, я, честно говоря, не понял ваш вопрос, Тарас.
В смысле, чем отличается жизнь моя в Крыму от жизни в Херсоне? Ну да, вот что первое вот такое вот бросается в глаза вот после вот года жизни в Херсонской области? Вот, возможно, какие-то проблемы или наоборот улучшения, или вот какие-то особенности? Из особенностей я бы назвал, конечно, свою безопасность, потому что, живя в оккупированном Крыму, я никогда не ощущал себя в безопасности, а живя в Херсоне, я, в принципе, чувствую себя достаточно безопасно. И вот, наверное, это самое большое отличие жизни в Крыму от жизни в Херсоне. А вот если говорить о какой-то вот, да, разговорах и вот о повестке, которая царит вот в Херсонской области и в Херсоне ежедневной, о чем говорят местные жители, то есть каковы настроения? Ой, ну местные жители в основном заняты своими проблемами, свои бытовые вопросы, проблемы транспорта, проблемы социального обеспечения. Где-то вот такие вопросы интересуют в основном жителей Херсона и Херсонской области. Если говорить о вопросах, как вы, наверное, думаете, сепаратизма, то в Херсоне таких настроений среди общества я не замечаю. А ощущается ли вот влияние, ну, какое-то влияние информационное, может быть, другого типа со стороны оккупированного полуострова? Безусловно, есть информационное влияние Российской Федерации на территории Херсонской области. Это связано непосредственно с Северным Крымским каналом, и мы слышали достаточно большое количество заявлений даже от каких-то местных общественных деятелей о том, что перекрытый Северо-Крымский канал вредит экологии Украины и другие подобные вопросы. Спасибо. На связи с нами был Михаил Батрак, и говорили мы с ним о том, в частности, вот какова разница, да, вот жизни в Крыму, в оккупированном Крыму, Херсонской области, о том, какие настроения среди жителей Херсона и Херсонской области. Я напоминаю, что это Крымский вечер на радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И поводом вот для сегодняшнего вечернего эфира стало сообщение, которое СБУ накануне опубликовало о том, что якобы российские спецслужбы готовят на территории Херсонской области провокации, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе. Я напомню, что на полуострове нас можно слушать на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. И трансляции наших эфиров можно смотреть на Фейсбуке и на YouTube страницах Крым Реалий. Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Елена Римовская и Тарас Ибрагимов работают для вас этим вечером в эфире радио Крым Реалии. И сейчас у нас рубрика «Новости завтрашнего дня». Мы вам обещали, что мы вам расскажем подробнее о развитии ситуации в Керчи, с историей вот с блокадниками, с главой городского совета. Итак, Сергей Аксенов, возможно, поедет разбираться в Керчь. Подконтрольный России глава Крыма отреагировал на инцидент, который произошел в этом городе. Сергей Аксенов намерен приехать в Керчь для разбирательства, если глава местного горсовета Майя Хужина откажется уходить в отставку. Он вот в частности написал, давай я сначала процитирую одно, а потом ты процитируешь, что он написал потом. Значит, рассказал он, что созвонился с российским главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня, писал Аксенов сегодня, его требование об увольнении главы и зам городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжает он в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии, это цитата, будет поставлена точка в этом вопросе, заявил Сергей Аксенов, добавив, посмотрим, где они смогут после этого работать. Конец цитаты. Да, позже Сергей Аксенов опубликовал еще один комментарий. Цитирую, еще раз по поводу ситуации в Керчи. Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравлять блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. За такую глупость увольняют. Все необходимые управленческие решения приняты, поэтому считаю, что эта тема должна быть закрыта и снята с повестки дня. Не надо в год 75-летия Победы нагнетать страсти из-за ошибки, допущенной конкретными людьми. Как абсолютно правильно сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Сергеевич Песков, здесь не нужна
не нужна какая-то охота на ведьм, и каждый случай нужно разбирать отдельно. Конец цитаты. Напомним, что ранее в сети разгорелся скандал в связи с поздравлением керченских блокадников. Вот подробнее сегодня наш коллега Сергей Макрушин утром об этом рассказывал. Вы можете посмотреть утренний эфир на радио Крым Реалии. Чиновницы в Керчи пришли в дорогих шубах к участникам вот этого исторического периода блокады Ленинграда и подарили блокадникам, вот, бывшим, которые живут в Керчи, батоны хлеба. Также сегодня в Керчи состоялась встреча ветеранов и местных депутатов по поводу скандала с участием керченских чиновниц. На встречу прибыл первого зампредседателя подконтрольного России парламента Крыма Ефим Фикс. К нему обратились ветераны с просьбой не увольнять депутатов. Вот что ответил Ефим Фикс. Давайте послушаем. Неправильно было сделано. Вот хорошая идея, потрясающая идея, она была сделана немножечко неправильно. Некому было подсказать. Вот теперь вы можете мне сделать замечание или выговор, или что я не приехал, не рассказал, как надо сделать. Не, а что именно неправильно? Нам непонятно. Понимаете? Что конкретно неправильно? Что неправильно? С хлебом пришли люди в дом. Это же такое хорошее знамение. Давали медали, давали все. И вдруг такой резонанс. Как так можно? И ничего нам не объясняют. Какой сценарий сегодня? Вот мы не знаем ничего. На защиту Майя Викентьевна. Майя Викентьевна защищать не нужно, она сама кого хочешь защитит. Ефим Фикс рассказал, что планирует встретиться со всеми участниками конфликта и местными депутатами. В понедельник соберут сессию. Двигаемся дальше. Да, в МВД России по Крыму хотят запретить продавать выпивку жителям полуострова на Новый год, День Победы и ряд других праздников. Запретить продажу алкоголя крымчанам в дни новогодних каникул 3, 4, 5 и 6 января с 14:00 до 22, а также полностью 31 декабря и 1 января. В дни последних звонков, в День молодежи 27 июня, в День весны и труда 1 мая, в День Победы 9 мая, День знаний 1 сентября предложила МВД России по Крыму. Мне кажется, что тогда можно вообще день последнего звонка отменять в Крыму. Вот эти инициативы, о которых рассказал Тарас Ибрагимов, обсудили на заседании Комитета Российского парламента Крыма по экономической политике, промышленности, развитию и предпринимательству, в ходе которого не нашлось того, кто обеими руками за. Глава комитета Оксана Доброрез, например, поддерживает запрет продажи алкоголя в День молодежи, в День знаний и в дни последних звонков. А вот предложение МВД, по ее мнению, может негативно отразиться на бизнесе и спровоцировать рост незаконной торговли спиртным, в том числе фальсификата, передает пресс-служба подконтрольного России парламента Крыма. Запретами ничего не решить. Должна быть профилактика чрезмерного употребления алкоголя, особенно среди несовершеннолетних, уверена вице-спикер Алла Пономаренко. По ее словам, сейчас запрещено торговать самогоном, но, цитирую, в селах это происходит сплошь и рядом, а со стороны органов правопорядка действия по борьбе с таким явлением недостаточно. В итоге люди страдают от отравления. Конец цитаты. Тут можно напомнить нашим слушателям, что обсуждение этой инициативы, оно еще продолжается в Крыму, поэтому вот вы, все наши крымские слушатели, можете, возможно, повлиять на решение крымских чиновников и депутатов. Невероятно, но факт: крымские ученые придумали здоровый майонез. Ты продолжай, я бы оставлю это тебе. Рецептуры майонезов и майонезных соусов, разработанные учеными КФУ, исключают искусственно полученные ингредиенты. В качестве ароматизаторов и природных консервантов используются масляные экстракты или экстракты пряно-ароматических растений, характерных для Крыма: розмарина, сельдерея, укропа, базилика и других. Вот, на самом деле не смешно, очень звучит аппетитно. Особенно если запретят продажу алкоголя в праздничные дни, то можно будет обойтись салатами с майонезом. О таком новшестве сообщила доцент кафедры технологии оборудования производства жиров и эфирных масел Академии биоресурсов и природопользования КФУ Елена Нашко. В состав получаемого майонезного продукта входит рафинированное растительное масло, сухой яичный порошок, а также вода. Срок его годности составляет 1 месяц. По словам крымских ученых, для более длительного хранения необходимо вводить искусственные консерванты. Керчане сообщили, что маршрутчики опять не хотят возить людей преклонного возраста. В редакцию Керчь ФМ пришла жалоба от постоянной читательницы на хамское поведение одного из водителей
в городе, цитирую: «Добрый день, рано утром, 7:25, 7:30, маршрут 41, номер 246, на остановке Пошивальникова высадил людей, закрыл двери и перед людьми преклонного возраста и школьниками поехал дальше по маршруту в сторону завода Войкова», написала читательница. Это и мы вслед за читательницей тоже вот сейчас у нас была рубрика «Доска позора керченских водителей маршруток». Продолжаем новости из этого города. Подвал жилого дома в Керчи несколько недель топит канализация. В редакцию уже упомянутого Керчи ФМ опять написали бдительные читатели, подвал которых с Нового года затапливает канализация. Вот есть в этом письме точный адрес, который, наверное, не всех наших слушателей волнует. Причина, по словам местных жителей, засорены колодцы, в подъезде смрад, в квартирах находиться невозможно. Канализация прибывает постоянно в подвальное помещение, которое находится внутри дома. Предприятие «Вода Крыма» работу по прочистке колодцев не выполняет, и обратились читатели к властям города, спрашивают у чиновников, неужели они не контролируют работу своих подчиненных. Да и к новостям в Симферополе. У симферопольского пенсионера украли 1,5 миллиона российских рублей. В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от местного жителя о том, что в обеденное время в квартиру его пожилого отца вошел неизвестный и открыто похитил барсетку с денежными средствами в размере более 1,5 миллиона рублей в российской и другой валюте. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму. Как пояснил заявитель, денежные средства отец получил от продажи дачи. В ходе проведенных оперативных мероприятий личность подозреваемого в ограблении установили. Им оказался ранее несудимый 31-летний гражданин. Как выяснили российские правоохранители, подозреваемый познакомился с пенсионером и вошел к нему в доверие. Обманным путем он проник в жилище своей жертвы. С целью отвлечь внимание хозяина попросил его принести стакан воды. Воспользовавшись этим, схватил стоящую в прихожей барсетку с крупной суммой денег и, несмотря на крики, хозяина скрылся. Злоумышленник был объявлен в розыск. Спустя некоторое время он был задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет. Тем временем в Севастополе осудили 3 педагогов. На скамье подсудимых оказались учительница младших классов, директор и ее зам. 6 преступлений на 3 совершили 3 работников Севастопольской школы номер 42. 4 из них совершила теперь уже бывшая директор школы, присвоившая не заработанные деньги, а 2 ее соучастницы и пособницы, заместитель и учитель младших классов. Цитата. «С января 2015 года по апрель 2017 года бывший директор школы номер 42, используя свои служебные полномочия из корыстных мотивов, вносила в официальные документы недостоверные сведения о фактически отработанном времени 2 должностными лицами школы. Бывшая заместитель директора устроила в школу свою дочь, которая на работу в школу не выходила, а бывшая учитель младших классов не исполняла возложенные на нее обязанности лаборанта. При этом они предоставляли директору школы реквизиты банковских карт, на которые начислялись денежные средства и в дальнейшем обналичивались, говорится в сообщении российской прокуратуры. Мне кажется, это какая-то рубрика «Вредные советы» только что прозвучала, потому что мы как-то слишком подробно эту схему рассказали. Тем не менее, незаконный заработок, он же убыток Департамента образования, составил более 860 тысяч российских рублей. Он был возмещен частично во время расследования уголовного дела. Вот есть уже решение суда. В Севастополе бывший директор получила 4 года лишения свободы условно, ее заместитель 2 года 6 месяцев условно, а учитель младших классов 1,5 года условно. У всех у них испытательный срок, и приговор в законную силу вступил. Или не вступил? Не вступил. Не вступил. Мы будем следить за этой историей, расскажем вам подробности, возможно, в следующем нашем эфире. Елена Римовская, Тарас Ибрагимов работали для вас в вечернем эфире радио Крым Реалии. Хороших вам выходных. До свидания. До свидания.